пахнет паленым. Это свалки дымятся, указы прожгли, дыры в сердцах. Работяги выжить хотят и стремятся, уйти от обыденных заготовленных плах. Загадили почву народа лакеи, министры поджали лисьи хвосты. Где справедливость? России злодеи с ухмылкой сжигают природы холсты. На эти митинги собираются самые здравомыслящие люди, которые понимают, что беда стучится в дверь, что это не где-то проблема, она сегодня здесь, у нас. И прежде всего, это люди, которые думают не только о себе, о своем здоровье, они думают о своих детях, которым судьба хочет дать возможность жить в миазмах, пить грязную воду и рожать уродов. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось. Так что с нам слилось-то? А слились нам на голову помои. Так жить нельзя. Путинские реформаторы вновь закинули нам реформу, которую прозвали мусорной. Регионы не были готовы к этому. Эти реформаторы не знают о ситуации. Большинство регионов сейчас выступают. 23 региона выступили против мусорной реформы. Если посмотреть территориальную схему обращения с отходами, которая принята для города, вообще для нашей республики, вы, наверное, удивитесь. Но нам тоже готовят эко-техносвалки, эко-кластеры, так называемые. Под Сыктывкаром собирается строить мусоросжигательный завод, красиво его именуя как завод по обезвреживанию отходов. Термический, правда. Но если мы хорошо знаем, то термическое обезвреживание – это сжигание. Точно такой же завод собирается строить в Печоре и в Ухте. Кто сказал, что я деградирую? Сами как моль, едите сукно народное. Не завидую к вам, не ревную. Вы разгрызаете веками сотканное. Только гадите в природу русскую, словно черви. Землю дырявите, испоганили плоть державную. И себя на показ выставляете. Власти по сей день не высказались по этому поводу. Что власти Москвы, что власти Сыктывкара. Совсем недавно, 29 числа, на Урдаме проходили общественные слушания. Общественные слушания о том, чтобы построить эту мусорку в Архангельской области. И кто присутствовал на этом собрании? Заметьте, ни одного жителя Урдамы. Все были люди подставные. И немалая часть приехала, заметьте, из Сыктывкара. 3 автобуса приехали туда для того, чтобы выразить свое положительное мнение для строительства этой мусорки. Мы пришли, хотели поддержать людей, которые против того, чтобы организовывалась свалка. Потому что мы думаем, что свалка это неправильно. Мусор должен перерабатываться. Да, то есть как это все технологии уже отработаны, просто надо их внедрять. Мы против свалки! Мы против тарифов ЖКХ! За вывоз мусора! Мы должны быть активны каждый вот буквально со своим собственным мусором, понимаете? Вот это нагромождение целлофановых пакетов, да, которые сейчас нам в магазине каждую, не знаю, капелюсечку упаковывают в отдельный пакет. Это экологическая катастрофа, которая нас скоро очень настигнет вместе с помойкой, которую сделают, не дай бог, в Шиисе. И я думаю, дальше по Северной железной дороге таких Шиисов условных будет еще запланировано очень много. Нам нужно быть громче, нам нужно не стесняться, может быть, иногда выглядеть какими-то городскими сумасшедшими и сказать своему ближнему: ну не мусори ты здесь, это твоя собственная земля. Закаленная сталь не ржавеет, не треснет шайба, гравер не слетит, резьбы тянутся, революция будет. Пролетарий об этом твердит.